вот буквально еще совсем недавно вы вынуждены были покинуть Крым, наш родной Крым, и переехать сюда временно. Надеюсь, скоро мы все вернемся туда обратно. Надеемся все. Как изменились настроения людей за вот эти 5 лет? Что лично вы наблюдали? Ну, буквально по 2 минутки. Я вам хочу сказать, первое, в Ялте в 2014 году была ситуация очень напряженная, и все понимали это. Да, Ялта, ну, как бы она немножко особняком стоит от всех, это не Севастополь. Это раз. В Ялте многие понимали уже на тот момент. И, кроме всего прочего, но сейчас, я думаю, что как бы, ну, и усиливаются проукраинские настроения, и люди хотят нормальной, спокойной, понимаемой жизни. Вот, поэтому, как бы, я думаю, что как бы, все уже получили хорошую прививку. Холодный душ, наверное. Да, прививку. Лариса сказала о Ялте, я то же самое могу сказать по Севастополю, Симферополю. Нужно смотреть настроение в комплексе с 14 по сегодняшнее время. И по количеству символики и улыбок. Если в 2014 году танцевали на площадях, везде был Аквафреш, российский флаг, и георгиевские ленточки, то в 15-16 их становилось все меньше, радости все меньше. И сейчас практически не увидишь где-то, чтобы в автомобилях, в автобусах георгиевские, как говорят, колорадские ленты висели, российские флаги, то есть убираются. А я хотел бы отдельно отметить, многие крымско-татарские водители, которые на рейсовых автобусах, они не убирают флаг. Они едят, они с тамгой выставляют свой, украинский, за украинские, там, можно сказать, преследуют, но все-таки крымско-татарский выставляют, и это делает честь. Да. И все-таки у людей, у тех же украинцев, какая-то надежда, что все вернется на круги своя, и мы Крым освободим. В целом, изменились ли взгляды тех, кто в 2014-м бежал на референдум с криками «Ура, Россия»? Вот. Ну, эти бегущие, извините, Лариса, эти бегущие на референдум сейчас точно так же бегут на материковую Украину. Есть шоп-туры, есть аптек-туры. Они едут за фармакологическими препаратами в Украину, они дешевле, качественнее. Это, кстати, бизнес. Да, это сейчас бизнес. Едут за определенными товарами, какими-то мелкими партиями провозят, ну, скажем, мясные, молочные, там, еще какие-то продукты. То есть вот это те, которые бежали. И, конечно, у них настроение. Я знаю очень много людей, которые в 2014-2015 целовали рубли. Сейчас они точно так же начинают уже возвращаться, целовать и гривны. Есть и такие случаи. Много случаев, я знаю, которые радовались оккупации, референдуму этому, которые имели свою землю, свои какие-то там дачные участки, их же поджимали. Фактически в Севастополе таких полно людей. Все, они теперь это проклинают, они проклинают Россию, будет проклят тот день, когда пришли сюда.